Во имя Аллаха, милостивого и милосердного. Мир и приветствие наилучшему из пророков, нашему любимому господину Мухаммаду, его потомству, сподвижникам и всем остальным. Далее, поистине, тот, кто отрицает посредничество пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, при его жизни, тот противоречит вероубеждению группы Ахлюс-Сунна однозначно. Так как вероубеждение группы Ахлюс-Сунна одинаково в вопросе дозволенности посредничества пророком, саллаллаху алейхи вассалям, при его жизни. Это вопрос, по которому не разошлись во мнениях даже двое из группы Ахлюс-Сунна и мусульманских ученых. Да, есть разногласия вокруг дозволенности посредничества им после его перехода в иной мир, имеется в виду после его смерти. Это спорный вопрос, о котором ученые высказали свое мнение. Кто-то из них высказался за дозволенность, а кто-то за недозволенность. На самом деле этот вопрос не может привести к вынесению решения о предании сотоварища, или решения о вероотступничестве, или решения о выходе из религии. Если кто считает, что посредничество им, саллаллаху алейхи вассалям, было дозволено непосредственно при его жизни, то это вопрос, в котором сошлись во мнениях все ученые. А если кто считает, что в этом сошлись во мнениях все, так как посредничество им дозволено было только при его жизни, то это отдельное, в котором сошлись во мнениях все, то есть посредничество им при жизни. В этом нет разногласий. На самом деле, это одно и то же. А что касается посредничества им после его смерти, могу направить вас, своих братьев, друзей и дорогих мне людей, что тут разногласия в одном моменте, в правильном произношении. Имеется в виду, что тот, кто отрицает посредничество или не признает посредничество пророка Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, после его перехода в мир иной, отрицает одну часть, которая известна всем в народе. Это есть посредничество непосредственно пророком. Например, говорят: «О мой Аллах, я прошу Тебя и молю Тебя посредством Твоего пророка». Все же, тут много разновидностей, которым не противоречит никто из людей науки и хадисоветов. Это посредничество через любовь Аллаха к Нему, саллаллаху алейхи вассалям. Посредничество через Его, саллаллаху алейхи вассалям, покорность Аллаху. Есть посредничество через Его веру в Него. Посредничество через Его достоинство. И пока не затрагивают тему посредничества непосредственно с самим пророком, никто не противоречит посредничеству такими способами. Во главе списка таких ученых стоит шейх Ибн Таймия. Поистине шейх Ибн Таймия, да простит его Аллах, в своих известных, больших, множественных, очень распространенных книгах вынес решение. Одна из этих книг, его известная книга «Важное правило». Шейх Ибн Таймия, его книга «Важное правило в мольбе и посредничестве». В этой книге шейх вынес решение о том, что в посредничестве пророком, саллаллаху алейхи вассалям, через его покорность, его любовь, его степень, его достоинство, его веру в Аллаха нет ничего недозволенного. То есть это решение в этом вопросе до такой степени, я считаю это, не только я, а наши шейхи и ученые считают это от шейха Ибн Таймия разумным и справедливым в ограничении разногласий. Конечно, с мнением Ибн Таймия, кроме него самого, никто и не считается. Но в этом случае, в этом вопросе, решение, вынесенное шейхом Ибн Таймия, считается справедливым. Шейх Ибн Таймия, когда не соглашался или не признавал посредничество непосредственно пророком, взял и вынес решение дозволенности в данном вопросе посредством чем-нибудь другим, исключая непосредственность, связанную с непосредственностью самого пророка. А это посредничество верой в Него, посредничество любовью к Нему, посредничество преданностью Ему, посредничество любовью Всевышнего Аллаха к Нему. Получается, что молящий должен просить так: «О Аллах, поистине я люблю Твоего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и я прошу Тебя посредством моей любви к этому пророку». Это один пример. Или, например, молящий говорит: «О мой Аллах, я убежден, что Твой пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, любит Тебя». В этом тоже нет ничего недозволенного.
Этому никто не противоречит. Кого мы найдем несогласным в вопросе, что пророк любит Аллаха? Этот вопрос, который является убеждением, что пророк любит Аллаха, или Аллах любит его, или сподвижники любят пророка, саллаллаху алейхи вассалям, или пророк, саллаллаху алейхи вассалям, любит сподвижников. Аллах создаст людей, которых будет любить, а те, в свою очередь, будут любить его. Вот этому убеждению до этого момента не противоречит никто. Получается, что шейх Ибн Таймия, а он один из главных противников или один из главных оппонентов в вопросе посредничества, считает, что если я пойду и скажу: «О мой Аллах, поистине я люблю твоего пророка Мухаммада и прошу тебя посредством своей любви к этому пророку, и прошу тебя посредством своей любви к этому пророку». Вот это по мазхабу шейха Ибн Таймия правильно. А этому никто и не противоречит. Если кто-то пойдет и скажет: «О мой Аллах, я убежден, что твой пророк Мухаммад любит тебя, и я прошу тебя посредством любви этого пророка к тебе», это тоже действительно и допустимо по мазхабу шейха, по мазхабу тех, кто наряду с шейхом, и по мазхабу тех, кто следует мазхабу шейха. Тут нет ничего недозволенного. Когда обращающийся с молитвой верующий попросит и скажет: «О мой Аллах, я убежден, что ты любишь Мухаммада, и прошу тебя посредством твоей любви к Мухаммаду», тут также нет ничего недозволенного и невозможного. Если кто, то придет и скажет: «О мой Аллах, я убежден, что твой пророк Мухаммад любит нас и стремился к тому, в чем благо для нас. Поистине, я уверовал в Него и прошу тебя посредством своей веры в Него». Вот до этого момента речи это есть, в чем сошлись во мнениях все ученые, в чем нет разногласий среди ученых. Есть всего лишь один момент, которого я хочу объяснить, в котором и имеется разногласие, чтобы объяснить вышесказанное, а это есть посредничество непосредственно пророком. «О мой Аллах, я прошу тебя посредством твоего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям». Это момент посредничества, в котором и появились разногласия у тех, кто противоречит этому. И они скажут: нельзя прибегать к посредничеству через пророка таким образом, имеется в виду непосредственность. Но тебе можно прибегать к посредничеству через свою веру в Него. Но тебе можно прибегать к посредничеству через свою веру в Него, любовь Аллаха к Нему и Его любовь к Аллаху. Тогда я говорю, когда мы дошли до этого момента, описывая формы посредничества, вопрос разрешился сам по себе. Так какая разница между тем, кто говорит: «О мой Аллах, я прошу тебя посредством Мухаммада непосредственно», и между тем, кто говорит: «О мой Аллах, поистине я люблю твоего пророка и прошу тебя посредством своей любви к нему».